Правительство России скорректировало национальные проекты в соответствии с целями развития, которые были обновлены и продлены до 2030 года. Финансирование единого плана по достижению национальных целей развития в ближайшие 3 года составит более 39 триллионов рублей, примерно по 13 триллионов в год, уточнил глава правительства. Мишустин добавил, что большая часть этих средств будет выделена на 2 направления – социальные программы и развитие экономики. Россия планирует реализовать 13 нацпроектов – здравоохранение, образование, демография, культура, безопасные и качественные автомобильные дороги, жилье и городская среда, экология, наука, малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы, производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года. Президент России Владимир Путин согласился с идеей повысить минимальный размер оплаты труда. Глава государства напомнил, что недавно он был приравнен к прожиточному минимуму. Это был значительный шаг, надо же действовать постепенно и поэтапно, сказал Путин и добавил, что повышение минимального размера оплаты труда – это очевидная вещь. Одновременно президент указал, что минимальный размер оплаты труда – это минимальная выплата, и власти исходят из того, что у российских семей присутствует и дополнительный доход. Иногда, добавил Путин, такого нет, так что государство должно на всех уровнях обращать на это внимание. Тем временем россияне в 2020 году увязли в просроченных кредитах из-за ухудшения материального положения и роста платежной нагрузки. По данным аналитиков, просроченные более чем на 90 дней обязательства россиян по всем видам займов увеличились более чем на 100 миллиардов рублей, это плюс 20% к цифре 2019 года, и достигли 935 миллиардов. Уровень просрочки почти достиг уровня 2016 года, когда он был на отметке 972 миллиарда рублей. Число просроченных кредитов в текущем году достигла максимального уровня за последние 5 лет и составила 12 миллионов 600 тысяч штук. Для сравнения, в 2019 году они были на уровне 11 миллионов. Больше всего просрочек в сегменте кредитов наличными, затем по кредитным картам, ипотеке, займам, полученным в микрофинансовых организациях и, наконец, автокредитам. Большая часть бизнеса готовится к продлению противоэпидемических мер еще на 1-2 года, следует из аналитического доклада. 3/4 предпринимателей, как крупных, так и небольших, планируют сохранить масочный режим на этот период. Треть респондентов заявили о продлении удаленки. Несмотря на скепсис относительно длительности пандемии, большая часть опрошенных не собирается сворачивать бизнес. 51% заявил о неизменности или даже увеличении планов по инвестициям. Вместе с подготовкой к продлению противовирусных мер бизнес адаптирует к новой реальности и свои инвестиционные планы. По мнению 81% респондентов, деловой климат в стране в период пандемии изменился в худшую сторону. В разрезе исключительно крупного бизнеса 55% опрошенных полагают, что хотя перспективность вложений в России и снизилась в разгар кризиса, сейчас она уже восстановилась. Строительство 12 торгово-логистических центров в опорных населенных пунктах арктической зоны Якутии для хранения и обеспечения жителей овощами и фруктами предусмотрено стратегией социально-экономического развития арктической зоны республики на период до 2035 года. На эти цели требуется примерно 780 миллионов рублей. А в следующем году запланировано строительство центра в арктическом поселке Белая гора Абыйского района Якутии. В бюджете республики на 2021 год предусмотрено 35 миллионов рублей, сообщил генеральный директор компании «Туймада Агроснаб» Николай Алексеев. Во время летней навигации в отдаленные северные поселки Якутии завозят продукты питания, уголь, нефтепродукты и другие жизнеобеспечивающие грузы. Навигация по арктическим и северным рекам в республике завершается в конце сентября-начале октября. Основная задача – обеспечение жителей необходимыми социально значимыми продовольственными товарами. Отмечается, что действующие сейчас склады предприятия в 18 филиалах являются постройками 1980-х годов. Износ некоторых из них превышает 80%, а во многих из них нет возможности хранить овощи и скоропортящиеся продукты питания.